с миграционной службы, проверка документов. Мы оказываем бесплатную правовую помощь мигрантам, все виды помощи, от экстренной помощи по горячей линии при незаконных задержаниях, консультирования, написания заявлений, жалоб, других юридически значимых документов, заполняем государственные формы, предоставляем стандартные формы, например, договоров, мировых соглашений, представляем интересы в полиции, прокуратуре, следственных органах, судах, везде. Все услуги бесплатные, все! Платить не надо ничего, взносов никаких нету, все бесплатно. Вести правозащитную деятельность, конечно, нелегко, зато это доставляет огромное удовольствие. Когда вы не берете с людей денег и помогаете им, это абсолютное счастье. Эта работа несет много рисков, но несет такое огромное моральное удовлетворение и такую надежду, что попадешь в рай, что поменять это на какую-либо другую работу невозможно. Культура поведения полицейских по отношению к правозащитникам. Ну вот я помню, еще в 2008-2009 году мне несколько раз задавали, даже не мне, а моим клиентам, когда я общалась по телефону с полицейскими, полицейский изумленно спрашивал мигранта: «Да ты чё, черный, у тебя и юрист есть?» Вот. Это прошло. Стали полицейские осознавать, что у мигрантов тоже есть защитники. Но стали относиться более агрессивно. Нет, нас не бьют, потому что понимают, что это плохо кончится для них. Но нас всяческим способом стараются изолировать, нас пытаются выносить из судов, у нас пытаются отнимать документы, у нас пытаются изымать средства документирования, например, видеоаппаратуру. Это все есть. Но, строго говоря, это не так страшно. Страшно то, что мы, ребята, с голоду помрем. Господа грантодатели, кормите нас. Ситуация миграционная в России тяжелая. Создают эту тяжелую миграционную ситуацию российские государственные органы, потому что они делают все для того, чтобы миграция была нелегальной, потому что им очень удобно брать взятки с нелегальных мигрантов, а легальные мигранты всего лишь приносят колоссальный доход в бюджет, гораздо выше, чем нефтегазовый сектор. Но российским чиновникам это не интересно, им интересны взятки в своих карманах, а не деньги в государственных. Формально, вроде как, стало хуже, потому что ФМС, как-никак, было гражданским ведомством. И оно имело право самостоятельно заниматься всеми делами мигрантов. Но, к сожалению, МВД, как более сильное ведомство, в те времена присвоило себе право проверки документов мигрантов. Мы очень долго боролись с этим явлением, но вот доборолись до того, что ФМС ликвидировали, ввели его в состав МВД. Как говорит моя любимая Графова, скрестили зоопарк с мясокомбинатом. И в результате, как ни странно, появился хороший приказ номер 403, согласно которому пункты 3.15 и 4.19 не имеют права теперь сотрудники полиции, за исключением сотрудников миграционной службы, проверять какие-либо документы у мигрантов. К сожалению, этот приказ фактически не реализуется, но нужно добиваться. Охота полицейских на мигрантов продолжается. Самым страшным годом в моей практике, когда было 17 441, по-моему, обращения, был год 2013, когда были вот эти вот предвыборные репрессии в отношении мигрантов и устраивали концлагеря. Уже в 2014 году у меня было 16 500. А в 2016 году у меня было 14 019. Это произошло не потому, что МВД слили с ФМС. Нет. Это произошло потому, что Россия стала крайне непривлекательной для миграции страной, и стали ехать просто элементарно меньше людей. И если в 2013 году
у меня обращения по поводу незаконных задержаний в течение года все-таки составляли 58% от числа обращений, то вот за 2016 год я посчитала 61% обращений. В том случае, если вас незаконно задержала полиция, и у вас есть возможность позвонить, предлагаю вам позвонить мне. Помощь будет оказана абсолютно бесплатно, и среднее время освобождения из полиции у меня занимает 6,5 минут. Но если вы находитесь в каком-то другом регионе или у вас нет возможности позвонить, вам нужно прекратить все свои познания в русском языке, кроме нескольких слов. Требую переводчика, требую юриста, требую представителя посольства. Не выход отказываться от подписи. Во всех документах пишите на своем родном языке «не согласен, ничего не понимаю» и ставьте подпись. Не выход кричать и стучать по решетке, когда вас задержали. Выход подойти к дежурному, туда, где есть камера, и спокойно сказать: «Меня здесь держат незаконно, вы как дежурные обязаны исполнить свою обязанность, 389 приказ, пункт 5, разобраться в причинах моего доставления и освободить меня, поскольку я сюда доставлен без оснований». Российское законодательство, как я уже говорила, настроено на взятки. Поэтому вы не можете оформить патент самостоятельно, вам приходится идти в так называемую уполномоченную организацию, где с вас абсолютно непонятно за что берут деньги за заполнение документов, которые вы сами бесплатно можете заполнить, за фотографирование втрое дороже, чем на улице, за перевод паспорта вдвое дороже, чем у обычного нотариуса, за медицинское освидетельствование в 1,5 раза дороже, чем было бы в обычной клинике, за страховку в 2,5 раза дороже, чем было бы, если бы вы купили у той же страховой компании на улице. Но, к сожалению, если вы это делаете за пределами так называемой уполномоченной организации, у вас как минимум пытаются не принять. В большинстве случаев не принимают, потому что большинство из наших людей не готовы активно защищать свои права и не готовы спорить и требовать приема. Нужно знать, что если вы хотите избежать конфликта, не нужно покупать эти документы за пределами так называемой уполномоченной организации многофункционального миграционного центра. А если вы купили за пределами, то вы должны быть готовы воевать. Я вас уверяю, вы победите, но важно, чтобы вы были готовы сопротивляться. И сопротивляться придется активно. Не бить, конечно, кого-то, а говорить, что нет, вы обязаны принять мои документы, писать заявление о том, что примите мои документы, идти жаловаться на то, что ваши документы не принимают. Чтобы избежать правовых проблем, большинство предпочитает давать взятки. В России это самый лучший способ избежать правовых проблем, но самый аморальный. Я никому не советую давать взятки, я всем советую научиться объяснять сотрудникам полиции, что вы не будете предъявлять им документы, потому что проверять миграционные документы имеет право исключительно миграционная служба. Это установлено пунктами 3.15 и 4.19 приказа номер 403 по МВД, а также статьей 13 закона о полиции. Нужно понимать, что вас готовы будут обмануть, и нужно понимать, что вас не готовы будут принимать легально, и нужно добиваться того, чтобы документы вам оформляли в соответствии с законодательством, а если вы не можете этого добиться, то собирайте доказательства того, что вы где-то были и что-то делали. Например, для того, чтобы доказать факт вашей работы, не обязательно иметь трудовой договор. Но подойдет любой документ, в котором есть ваша фамилия и печать работодателя. Например, пропуск, накладная, по которой вы приняли, допустим, спецодежду, график выполнения работ, журнал ознакомления с правилами техники безопасности. Если вы запасетесь такими документами, то вы сможете отбить вашу зарплату, несмотря на то, что вас не принимают на работу легально. Трудовой договор, каким бы он ни был, все же защищает ваши права, хоть в какой-то мере.
Другое дело, что не нужно стремиться заполучить любой трудовой договор. Например, трудовой договор, в котором написано, что у вас зарплата 8300 рублей, а реальная зарплата, которую вам обещают платить 60 тысяч рублей, не защищает вас, а дискриминирует. Вы будете получать 8300 рублей вместо обещанных 60 тысяч. И вы не сможете доказать, что вам обещали платить больше. И нужно понимать, что когда нарушают ваши права, это не значит, что вы имеете право нарушать закон. Работать без патента нельзя, потому что в результате вы не только не получите зарплату, вас депортируют, оштрафовав предварительно на 15 тысяч рублей. Нельзя работать на территории другого субъекта федерации. Если у вас патент выдан в Калужской области, вы не можете работать в Санкт-Петербурге. Точно так же, если патент выдан в Москве, вы не можете работать в Московской области. В некоторых субъектах федерации в патенте указывается профессия. Так вот, вы не можете работать не по той профессии, которая указана в патенте. Нужно соблюдать закон буквально, вплоть до того, что платить за патент нужно в дату, указанную на патенте. Не в дату первой квитанции, а в дату, указанную как дата выдачи на оборотной стороне патента. Чаще всего сталкиваюсь с нарушениями правила 90 из 180. Люди просто не понимают, что это такое. Это недостаточно разъяснено. Более того, совершению этих правонарушений всячески потворствуют пограничные органы и миграционные центры. Например, не успевают в срок оформить мигранту патент. И именно миграционный центр говорит: пожалуйста, выезжай на границу и въезжай обратно. Выехав на границу и въехав обратно, человек невольно нарушает правила 90 из 180, его потом выдворяют. И мигранты могут просто не знать, что это такое. С этим я тоже сталкиваюсь очень часто. Они просто ездят через границу туда-обратно. А вот так вот, поездив туда-сюда 3-4 раза через границу, они получают запрет на въезд. И говорят, что им поставили этот запрет злые пограничники. Злые пограничники ни при чем. Причем программисты, которые написали программу, которая ходит в ЦБДУИК, это такой центральный банк данных учета иностранных граждан, это компьютер, там нету людей. И вот именно эта кривая программа ставит всем запреты на въезд, в том числе людям, имеющим разрешение на временное проживание, вид на жительство, действующие патенты, действующие разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов и так далее. Она просто отслеживает, находится человек здесь свыше 90 дней или нет. И всего лишь, и ставит запреты на въезд всем подряд. Второй вид правонарушения – это оформление документов, которые как бы есть в базе, но на самом деле они не имеют никакого отношения к жизни. Очень любят, особенно граждане Кыргызстана, делать миграционный учет и продлять его у своих соотечественников. Им кажется, что это гораздо лучше, чем сделать это по закону. Им кажется, что они своих соотечественников могут найти и наказать. Но извините, ребят, наказывать будет поздно после того, как вас уже депортируют из России. Никого вы уже не накажете. Поэтому, пожалуйста, оформляйте свой миграционный учет по месту работы, либо по месту фактического проживания. И трудовой договор, когда вы берете, вы должны взять у работодателя еще и уведомление о вашем найме, которое он сдал в ФМС. Если вам такого уведомления дать не могут, значит, у вас фальшивый трудовой договор и, соответственно, фальшивый миграционный учет.